Здравствуйте, товарищи кадеты! Команды участницы кадетских корпусов построены и ждут результатов Всероссийской военно-патриотической игры, приуроченной к 30-летию Горского кадетского корпуса. Поздравить ребят и наградить заслуженными медалями и грамотами приехал первый заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев. Занявший первое место в конкурсе строя и песни «Статин в строю». Капитан команды. В течение 3 соревновательных дней команды кадетских корпусов соревновались в плавании, физической подготовке, многоборе, военно-спортивной эстафете и на полосе препятствий. Всего было 9 номинаций. В 4 из них по итогам соревнований победила команда Горского кадетского корпуса и стала обладателем главного приза – Кубка главы Республики Ингушетия. Каждый стремился по-своему опередить соперника, и в разных видах спорта мы были очень подготовлены и развиты. За кубок боролись команды 4 субъектов: Ингушетия, Рязань, Кабардино-Балкария и Калмыкия. Магомед Евлоев выразил благодарность гостям, которые смогли приехать и посостязаться во всероссийской военно-патриотической игре. Разрешите мне от имени главы республики Калиматова Махмуда Алимакшарифовича вас поприветствовать. Отрадно видеть представителей Калмыкии, Рязанской области, Кабардино-Балкарии, что вы приехали и приняли участие в данном состязании. Кубок 30-летия образования Горского кадетского корпуса. Кадеты всегда были отличными, подготовленными нашими будущими защитниками Отечества. Уверен, что данное мероприятие прошло на высоком организационном уровне. Спасибо всем за участие. Удачи во всех начинаниях. Я хотел поблагодарить всех участников этих мероприятий, особенно тех наших гостей, которые приехали издалека, приняли участие. И достойно, вот все мы видели, что вы полностью выкладывались, молодежь, молодцы. И все на своем уровне, все вот эти мероприятия проводили очень четко и хорошо. Особенно хотелось поблагодарить рязанцев. Вот надо вот так вот показывать именно результаты по плаванию. Ну и, честно говоря, вот эти у нас полоса препятствий, она чисто армейская, спецназовская. Тоже молодцы, хорошо прошли. Кадеты из других субъектов отметили радушный прием и поблагодарили за возможность участия в соревнованиях на кубок главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Товарищ полковник, мы очень благодарны вам, что вы нас пригласили на такое большое мероприятие. Во-первых, мы показали себя, увидели вас, на что мы умеем, на что вы умеете. Мы очень благодарны и надеемся в дальнейшем, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжено. Большое вам спасибо. Мы очень рады присутствовать сегодня на вашей земле. У нас есть чему поучиться. Есть чему поучиться и у нас. Мы получили массу удовольствия от этого мероприятия. У вас прекрасная кухня, которая нам очень понравилась. Очень гостеприимные люди. Ну и, соответственно, поздравляю вас с 30-летием вашего кадетского корпуса. Желаем вам успехов во всем. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и встречи. Спасибо вам большое. Военно-патриотические игры в Горском кадетском корпусе проходят традиционно. Эта площадка – лучшая возможность проверить военно-спортивную подготовку курсантов. Мероприятия прошли очень успешно. Да, если честно, не ожидали такого уровня. Было очень даже прилично. Со всеми подружились, со всеми стали хорошими друзьями, даже номерами обменялись. Я думаю, в будущем будем хорошо дружить, участвовать в подобных соревнованиях. Сначала заехали, расположились, нас очень вкусно покормили, все устраивает. Вот, соревнования у нас прошли не очень удачно, но мы все довольны остались. Вот, по визитке первое место заняли, наши парни тоже по метанию гранаты первое место взяли. Ну и так у нас в основном 3-е места были.
Участники от 16 до 17 лет показали хорошие результаты. Условия были максимально адаптированы к полевым. По словам исполняющего обязанности начальника Горского кадетского корпуса Беслана Хамхоева, команды продемонстрировали превосходные спортивные навыки на всех этапах состязаний. Но они показали высокий уровень подготовки. Вот. И я считаю, выпускной класс, они уже готовы, достойны поступать во все военные вузы нашей России. Атмосфера на плацу дружелюбная. Сразу после торжественного закрытия команды отправились в путь домой, в свои регионы. Эти игры дали им стимул на год усердно тренироваться и еще лучше подготовиться к следующим всероссийским соревнованиям кадетских корпусов. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Сулейман Костоев, Магаз, 24.